Далековато. На нас ударили в большой калибре, и в нашей позиции разбомбили. Это было 5 утра. Я понимаю то, что горит наша позиция, и у нас видит шанс, и было практически невозможно. Нас атаковали в разных сторонах. Я понял то, что и сейчас тоже понимаю то, что я не жалею ни одного момента, ни одной секунды, то, что я принял это решение и стали защищать интересы свободолюбимый народ украинцев. Потому что это не только их борьба против зла. Это общие цели, это общая идея и грузин, и не только я. Тут очень много грузин, и больше 10 тысяч добровольцев из Саакартвелу. Я приехал в Украину почти седьмой год, и я был борец сборной Грузии по греко-ромской борьбе. 2016 лет я боролся чемпионат мира универсиада. После этого я получил травму. И без спорта жить так было скучно. Я начал тренироваться, готовился уже к другому виду спорта, смешение единоборства ММА. В тот момент в Грузии не было сильно развитый ММА, смешение единоборства. Я приехал в Украину, начал тренироваться, выступать. И эта страна мне дала очень много. Я за это время почти выиграл все спортивные турниры. Но сейчас война, но стараюсь всегда, чтобы быть в форме. У меня не было никакой военной опыта, я вообще даже не служил в армии. Когда московиты ближе подошли в Киев, я с другом записался в добровольческий батальон Карпатской Сечи, и мы приняли участие, как Байден говорит, великая битва за Киев, Буча, Ирпень. И мы доказали первый великий перемога. Это был большой исторический момент. Отбили с Киева от турков. Я помню интервью украинца в 92 году, он говорил, если не остановим Россию в Грузии, то Россия придет к нам. Через 30 лет это сбылось. Они знали. Но Россию надо мочить везде, где можно, иначе придут к тебе. Мой отец служил в Беларуси, в Бресте он служил в армии, и он всегда там. Вот я когда маленький был, и он всегда, постоянно рассказал про Беларусь. И, как бы, я уже тут давно, у меня много друзей, но именно в бою я первый они видели в Ирпени, потом было направление Буча-Ирпень, и
Были моменты, я когда в Беларуси такой, вот это очень близко общались, я видел у них глаза, что они действительно хочет эта война, чтобы мы выиграли, и они хотят возвращаться домой. Я общался один из бойцами, и они сказали, они мечтают то, что они освободили Беларусь от диктатора. И я желаю, чтобы они добились этой мечты, этой цели. Подержи. У меня постоянно с собой был вот эта машинка для бороды. Я постоянно там ухаживал себя. Это мой друг погибший говорит, что ты, Мирот, мы на войне, короче, зачем это инструмент тебе? Я говорю, не дай бог, если умру, чтобы не сказал он, типа, плохо выглядит и так далее. Ну, на самом деле, это юмор, но, знаешь, я смотрю так, что на любой момент, надо сохранить гармонию. И мы не были настроены там то, что чтобы может с нами случиться. Просто мы понимали, где мы находимся, и все может случиться. И с этим мы мы картвели, наши предки готовились с этим, чтобы надо сражаться, надо защищать свои и надо защищать интересы общие. То, что мы сейчас тут, картвели, добровольцы, белорусы, азербайджанцы, чеченцы, дагестанцы, очень много из Кавказа, они понимают то, что это общий интерес, это общие цели, это общая борьба, и мы должны закончить, чтобы это конец России. Талисман у меня есть цепи серебро, которые меня подарили, прислали мне почту подарку такой. И я, как так мне понравился эта цепь, я постоянно его даже... Я не знаю, что будет завтра, или для меня, может, это мой последний интервью. Но те вещи, которые мне нравятся, я их ношу всегда с собой. И это мое право, кому нравится, кому не нравится. Я считаю, это как талисман, понимаешь, мне комфортно, что если у меня нет, постоянно еще так делаю. Мы выходим из позиции, и с нами идет собака. И мой друг говорит, дай бронежилет собаку, чтобы бронежилет. Такой веселый. Мы попытались одеваться в броники собаку, но собака, к сожалению, отказался от броники. И потом такие Клова пошел в снаряду, к сожалению, контузию получил собаку. И потом пришли волонтеры, мы их передали, и мы регулярно спасали животных и спасаем до сих пор. Витаю, друзья! Это Херсон, Украина. Русский мир снова показал свои настоящие лица. Взорвали дамбу, утопили города, убиты тысячи беззащитных животных, мирные население, старики, дети, вот настоящее лицо русского мира. Кидай гранату. Первый человек заходит, ба-ба-ба-ба-ба. Второй, ба-ба-ба-ба. Третий, ставь на поле. Чистка, выходит. Я сейчас военный инструктор вместе Грузинского легиона, еще с Национальной академией безопасности Украины. Мы обучаем детей, цивильных, полиция, Нацгвардия и не только, военных тоже обучаем. Это у нас есть программа тренируемся как войсковые, у нас натовский
стандарты. И последние 3 месяца мы обучались больше 15 тысяч человек. И наша группа инструкторы обучают в разных городах в Украине. И у нас большая программа, и это, скажу так, что это программа один из первых в Украине, потому что мы до войны даже начали эту программу «Грузинский легион», и если вы заходите в наши сайты, у нас много работы, как то, что мы делаем. Привет! Как настроение? Боевое настроение. Настрой боевый. Рядом брат грузин. А с грузинами не страшно, это наши братья. Слава Грузии! Слава Украине! Героям слава! Я благодарю у всех нашего западного партнера, который нас помогает до сих пор. И это общая борьба, это общие результаты. И от имени у всех добровольцев, у всех, которые получали какую-то помощь, даже если не получали, неважно, это большая помощь, то, что сколько беженцев еще за границей, сколько детей, сколько помощь, ну, только уважение, и мы будем это ценить и помнить всегда. Слава нації! Україна! Слава Україні, живе Білорусь, слава Сакартвелу. За нами Бог і свобода. Ми переможемо.